Очередная бездарная штампованная шутка имела место в эфире ТНТ с попыткой обсмеивания девушки-горянки, девушки-ингушки. Что это было? Кто автор перла? Чья блестящая идея? Ничего не имею против всего армянского народа, но много армян в Comedy Club. Они должны понимать, что девушку-горянку представлять так не можно. С указанием национальности категорически нельзя. Павел Воля из Пензы этого может не знать, или Галыгин. Но те, кто с Кавказа, безусловно, юмору все положено, все разрешается. Все, кроме явной лжи, кроме клеветы. Простите великодушно, в том, что касается наших девушек, наших старших, здесь стоп, здесь красная черта. Потому, уважаемые те, кто плохо знает кавказскую особенность менталитета, наши девушки для нас в подавляющем основном сестры. Смех был недолгим. В главный офис ТНТ пожаловали до 60 уроженцев Северного Кавказа, которые были возмущены этой неумелой и неуместной шуточкой. Гендиректор Comedy Club господин Левин извинился. Дело в том, однако, есть некоторые основания предполагать, что работающие над подобными проектами на ТНТ, пишущие, по-моему, как раз-таки сценарии, Давид Салаев и Таймураз Бадзиев, если и не являлись авторами и инициаторами этого конкретного направленного на ингушей грязного пасквильного намека, то вполне могли быть теми равнодушными соучастниками, которые, как известно, гораздо хуже убийц и предателей. Они обязаны были проявить разумность. Почему вдруг выбирается именно Ингушка и Ингушетия? Гораздо удобопроизносимее, например, Чечня, Кабарда, Осетия та же. Почему именно Ингушетия? Подвернулось слово? Однако, не думаю, что в интересах осетинского народа новый виток противостояния. Осетинам очень хорошо известно о мере ответственности и о том, что симпатии всего Кавказа в их конфликте с ингушами или даже грузинами явно не на стороне осетин. Я не склонен обвинять осетинский народ целиком, но их правители сумели их обмануть и сделать совершенно проигрышный выбор. Выбор в противостоянии со своими ближайшими соседями ингушами, взять себе в союзники оккупантов и захватчиков. В истории всегда так. Агрессор всегда уходит, а коренные народы остаются, им некуда уходить. В том или ином виде оккупант, Россия, уйдет из Кавказа и гораздо скорее, чем многим думается. А те преступления, которые совершили осетинские правители, останутся вам в наследство, простые жители Осетины. Разногласия есть между соседними дагестанскими народами, территориальные, другие, между войнахами, между балкарцами и кабардинцами, черкесами и карачаевцами есть, к сожалению. Но ни один из этих народов не призвал оккупанта с танками на помощь себе, чтобы одержать верх над оппонентом. А ваши так называемые лидеры приступили эту запретную черту. Более того, вас всех потянули за собой. Осетины, что вы поимели от ингушского пригородного района, от этих кусков земли? Кто из вас стал богаче от этого? Скольких осетин это осчастливило? Ответьте себе. Много вы выиграли от того, что с вашего одобрения грязный сапог топтал святую ингушскую землю? Много выиграл каждый из вас, кто сейчас слышит меня. И знайте, что получили какие-то выгоды только те, кто мародерствовал или разбойничал. Но ни один мирный осетин ничего не получил. Ничего. Но очень многое потерял. Мы все народы Кавказа склонны не доверять вам, как не доверяют люди тому, кто однажды предал.
Грибоедов, тот, который горе от ума, говорил, что горцы Северного Кавказа приняли ислам, чтобы не быть одной веры с агрессором, русскими. Это однозначно относится к карачаевцам, которые очень поздно вернулись в ислам, но также, по-моему, относится и к ингушам. Что мы видим у осетин? Я не беру мусульман-дегорцев и мусульманской части иронцев. Я имею в виду то большинство, которое себя называет и считает христианами, хотя фактически всегда являлись язычниками. А теперь выходите с нательными крестами. Почему? Думаю, это политика. Но кавказские народы всегда свято чтили свободу вообще и свободу совести в частности. Будьте христианами, язычниками, буддистами, кем хотите, ваше неотъемлемое право, но не предавайте святой седой Кавказ. Ингуши же были, есть и будут достойнейшие, доблестные, надежные члены единой семьи народов кавказских от Каспийского до Черного моря. Сегодня с удовольствием говорю: слава Ингушетии, глубокое братское уважение прекрасным ингушкам. На сегодня это все. Пусть хранит вас Всевышний. До свидания.